Ассаламу алейкум. Возник такой вопрос, и он очень простой. Я бы хотел, чтобы люди, которые посмотрят это видео, они просто ответили, да или нет. И если да, то по каким причинам, и если нет, то по каким причинам. Это абсолютно не пессимистический настрой, это не попытка посмотреть настроение в обществе. Это лично мои, сугубо личные мои наблюдения. И на основе этих наблюдений у меня возник этот вопрос. Являемся ли мы, как мое поколение, последнее поколение, которое борется за независимость и суверенитет нашего государства, Чеченской Республики Ичкерия, которое получило в наследство от отцов-основателей вот эту борьбу. Наше поколение, вот мое поколение, оно не видит, кому можно это передать, борьбу нашу. И не видим заинтересованности в том, чтобы бороться за независимость и суверенитет нашего государства. Молодое поколение в данном случае, оно подвержено большей радикализации, чем, например, мое поколение. И тут, возможно, сыграла роль то, что мы отрезаны от нашей Родины, и нас легче завлечь во все разные игры мирового порядка, можно сказать. Это конфликт на Ближнем Востоке, это какие-то игры посредством ислама. И это все нас отвлекает от нашей главной глобальной задачи, цели – освобождения нашего края. Ничего более абсолютно для чеченского народа, для молодежи чеченской не должно быть в приоритете, чем это. Только это. Больше ничего не должно быть в приоритете. У нас в один период времени, когда началась вот эта сирийская революция, так называемая, которая переросла в такой глобальный, ужасный, радикальный ислам, вовлекла нашу молодежь, которая там и осталась. Не в плане они смогли там построить государство, смогли построить какое-то будущее. Оно погибло там, не принеся пользы. Не тем, кому они ездили помогать, и тем более не принесли пользу нашему народу. Поэтому эти все факторы, они очень сильно мешают и отвлекают нас, чеченцев, от нашей глобальной задачи. Деоккупация нашего края, построение своего государства и мирное сосуществование в этом мире. Да, в нас внедряют, нас как бы пугают, нас пытаются отвлечь, запутать разными терминологиями. Там, если государство, то там должно быть шариат. Если государство, то там должна быть демократия. Все вот эти вещи крутятся и мутятся в нашей среде. И все это отвлекает нас от главной задачи – деоккупации нашего края. И поэтому у меня возник вот этот вопрос. И если заглянуть в историю, то мы все помним Хасуха Магомадова. Это последний обрек советского периода, который был убит, если мне память не ошибает, если память меня не подводит, то в 1976 году. Вот. И 3 кольца окружения, несколько дней, кажется, он был в этом оцеплении. В этих 3 кольцах оцепления не было ни одного русского к 1976 году. Задумайтесь об этом. Это очень печальная вещь. Да, мы менее чем через 20 лет смогли восстановить нашу государственность. Но на тот момент в 3 кольцах окружения последнего обрека находились чеченцы. Чеченская милиция, так называемая. И вот сейчас у нас есть отцы-основатели, ну, те, которые выжили.
есть мое поколение. Мы так же, как и наши отцы-основатели, боролись за нашу независимость против исконного нашего врага Российской империи. Но вот дальше нас пытаются втянуть в разные религиозные образования, Кавказские Эмираты, всякие другие проекты, которые напрочь нас отвлекают от нашей опять-таки главной задачи — вернуть нашу Родину, деоккупировать, изгнать врага, построить государство. Поверьте мне, нет ничего важнее для чеченского народа, чем деоккупация, построение, восстановление государственности и мирное сосуществование. Все остальное не имеет никакого значения. Поэтому и я полагаюсь на то, что каждый из нас, кто посмотрит это видео, ответит на этот вопрос. Если да, то по каким причинам? Если нет, то по каким причинам? Коротко и ясно. Баркалды Рейсы.